С окончанием священного месяца Рамадан и началом праздника Ид-аль-Фитр жителей Ингушетии поздравил глава республики Махмуд Али Калиматов. Цитата. «Дорогие жители Ингушетии, хамсыры меххой, поздравляю вас с одним из главных праздников ислама – Ид-аль-Фитр, знаменующий окончание Великого Поста. Завершился священный месяц Рамадан, значимый и любимый всеми мусульманами. Месяц добра и милосердия. Провожая его, мы искренне надеемся вновь встретить его в добром здравии. Это было время духовного очищения, обретения внутренней гармонии, стремления творить добро и помогать ближнему. Ингушский народ всегда отличался гостеприимством, щедростью, милосердием и заботой о нуждающихся. Из этих добрых дел и создается духовное и моральное единство и богатство народа. В эти благословенные дни мы еще раз убедились, что в нашей республике много богобоязненных людей, которые благодаря милости Всевышнего всегда готовы поддержать тех, кому необходима помощь. Особо хочется отметить нашу молодежь, которая в эти дни активно участвовала в многочисленных благотворительных акциях, в том числе помогала доставлять помощь малоимущим семьям. Дорогие братья и сестры, хамсары вежери ежери, примите слова огромной благодарности за ваше милосердие, чуткое и внимательное отношение к людям, за оказанную помощь тем, кто в этом нуждается больше всего. Спасибо всем, кто творил добро. Пусть Всевышний примет наш пост, молитвы, дуа и добрые дела. Пусть еще больше укрепится наша великая вера и искренняя любовь к Аллаху и его посланнику Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. От всей души желаю всем вам здоровья, благополучия каждой семье, мира и процветания нашей республики и всем мусульманам нашей великой страны. Дал марху абул долдвей, хига халу дал мяли язюэл. В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели для многодетных семей. В целях благоприятного и всестороннего формирования детей и многодетных семей законопроектом предлагается расширить перечень трудовых гарантий родителей многодетных семей. В части предоставления права одному из родителей возможности установления сокращенной продолжительности рабочего дня с 40 часов до 35 часов в неделю, говорится в тексте пояснительной записки к проекту. При воспитании несовершеннолетних детей из многодетных семей на родителей возлагается дополнительная нагрузка при ведении трудовой деятельности продолжительностью 40 часов, отмечают авторы проекта. Цены на поездки в такси в России до конца текущего года могут вырасти на 30%. Такое заявление сделал заместитель председателя Межрегионального профсоюза таксистов Андрей Попков. По его словам, прежде всего на повышении цен скажется увеличение стоимости иномарок. Например, китайские автопроизводители, которые в настоящее время составляют основу российского авторынка, подняли цены на 11%. С начала текущего года в России продали 365 тысяч новых транспортных средств. Рост составил в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ингушетия получит дополнительные 121 миллион 800 тысяч рублей на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ. Как отметил глава Ингушетии в своем телеграм-канале, средства поступят из резервного фонда правительства России. Их направят на софинансирование расходов региона при создании единого оператора с консолидацией на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ, а также привлечение в отрасль квалифицированных специалистов и установление экономически обоснованных тарифов. За счет программы планируется поэтапное устранение болевых точек, которые десятилетиями существуют в региональной коммунальной инфраструктуре. Более 56,5 тысяч жителей Ингушетии уже выбрали территории, которые благоустроят по программе формирования комфортной городской среды в 2025 году. Голосование проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента России. Проголосовать можно до 30 апреля включительно на сайте загородсреда.ру. Напомню, в текущем году в голосовании участвуют 9 муниципалитетов, которые представили на выбор 8 общественных территорий и 38 дизайн-проектов. По итогам голосования необходимо отобрать 19 дизайн-проектов и 4 территории. Всего 23 позиции. На 9,6% в январе-феврале 2024 года вырос оборот розничной торговли на Северном Кавказе. По данным Северокавказстат, оборот составил 380 миллиардов 200 миллионов рублей. В плюсе все регионы СКФО. На первом месте по приросту Ингушетия, на втором Ставрополье, на третьем Северная Осетия. Далее идет Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня. Регионы СКФО в плане роста оборота розничной торговли продолжают традиции ударного прошлого года и могут второй год подряд войти в федеральный топ. Напомню, по итогам прошлого года абсолютным лидером роста розничной торговли в России стала Ингушетия. Ставропольский край занял 3-е место.
В беседе с незнакомцами по телефону не следует произносить такие слова, как «да» и «подтверждаю», поскольку мошенники могут использовать запись голоса для подтверждения финансовых операций или заключения договоров. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. Он отметил, что одной из основных целей мошенников, которые звонят своим потенциальным жертвам, является получение не только персональных данных, но и записи голоса со словом «да». Для того, чтобы минимизировать риски, связанные с мошенничеством с применением аудиозаписи голоса, стоит подключить СМС-оповещение по операциям со счетом. Также Немкин призвал подключить определитель номера, а лучше использовать сразу несколько таких сервисов. Тогда вероятность вычислить мошенников будет выше. Пассажир, чтобы получить компенсацию за задержку рейса, должен направить в адрес авиакомпании претензию, прикрепив копии билетов, чеков, багажной квитанции и документов, подтверждающих факт задержки, рассказали в Госдуме. С 1 апреля штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения увеличился до 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% провозной платы. При задержке рейса время ожидания отправления начинает исчисляться со времени отправления, указанного в билете. В случаях, когда вылет рейса перенесен из-за ремонта опасной для жизни или здоровья пассажиров поломки воздушного судна, то авиакомпания освобождается от уплаты штрафа, поскольку задержка возникла из-за обстоятельств, не зависящих от нее.